Народ сам керченский, героический. Именно керчане, народ керченский, с Красной Армией защищал этот город. Немцы загораживались живым щитом, то есть жителями города Керчи. Участки вокруг колодцев противникам очень хорошо простреливались, поэтому каждое ведро добытой воды защитниками каменоломен приравнивалось к ведру пролитой солдатской крови. Один раз даже ему пришлось пересидеть в болоте и дышать через соломинку. Буквально. Героический человек. Вот у меня бегут мурашки, честно говоря. Вот таким был дядя Митя. Это действо было на грани фантастики. Это было очень героически со стороны наших войск переправить огромное количество этой техники с Таманского берега сюда, на территорию Керченского полуострова. Люди выходили в состоянии аффекта даже без обуви, без верхней одежды. И сразу, как говорится, вышел на берег, и надо вступать в бой. Разрушены немецкие позиции, брошенные автомашины, склады. То есть немцы все это оставляли, просто бежали. Этот город поистине великий и носит такое название не зря. У нас много знаковых мест. В частности, гора Митридат, за которую шли сражения, Аджимушкай, Эльтиген. За доблестную высадку на побережье города Керчь. За то, что мужественно сражался во время Великой Отечественной войны. Я рад, что живу в данном городе. Я им очень горжусь. 14 сентября 1973 года Керчь получила почетное звание «Город-герой». Во время Великой Отечественной жители города 4 раза оказывались на прямой линии фронта. Жилые дома становились крепостями, площади местами побоищ. Первые бомбежки Керчи начались еще в октябре, когда немцы зашли в Крым. И, по сути дела, тогда мы вынуждены были эвакуировать свои войска на Таманский полуостров. Фашисты ворвались в Крым с севера через Перекоп уже осенью 41-го. На юге осаду врага сдержал Севастополь. А на востоке полуострова на пути врага встала Керчь. Через портовый город враги хотели прорваться к нефтяным богатствам Кавказа и захватить господство на Черном море. Именно город Керчь, он стал преградой немецким войскам перейти на ту сторону, на Кубань. Георгий Федорович Пырков переехал в Керчь уже после войны. Мне лет 100 лет. Живу в городе Керчи 1973 года. Сегодня Георгий Федорович, один из немногих оставшихся в живых очевидцев тех лет, бережно хранит историю города, ставшего для него родным. Народ сам керченский, героический. Надо здесь подчеркнуть, что именно керчане, народ керченский, с Красной Армией защищал этот город. В 1941 году Георгию едва исполнилось 16. Он закончил 10 классов школы в деревне под Курганом. После выпускного вместе с одноклассниками парень отправился работать на завод. Вчерашние дети стояли у станков по 16 часов в сутки. Все для того, чтобы фронт получал необходимые пушечные снаряды. Производили мы 76-миллиметровые снаряды. Были такие пушки противотанковые. И вот мы для этих противотанковых пушек делали снаряды. И ежемесячно производили 2-3 вагона 50-тонных эти снаряды. В 1941-м о том, что происходит в далекой Керчи, Георгий с товарищами мог слышать лишь из фронтовых радиосводок. В ноябре первого года войны, после жестоких боев, Керчь впервые оккупирована немцами. Первый захват продлится всего 1,5 месяца, но фашистам хватит этого времени на кровавую расправу над мирными жителями. Символом зверской жестокости стал Багеровский ров. И дети, и взрослые
были брошены в Багеровском рву. Прямо здесь, в этом месте. 3 дня нескончаемые вереницы машин и автобусов свозят сюда обреченных на смерть людей. На местных детях фашисты испытывают новые способы массовых убийств. Младших учеников 3-й школы имени Короленко травят цианистым калием. Старших школьников расстреливают. Бросали полуживыми, полумертвыми в этот ров. И рассказывают, что даже земля колыхалась. Понимаете? Страшная картина, там и трупы детей, там маленькие ботиночки, детская одежда, все это перемешано. Противотанковый Багеровский ров стал могилой для 7 тысяч мирных жителей Керчи. Когда пришли наши солдаты-освободители во время Керченско-Феодосийской десантной операции и увидели картину умерщвленных здесь людей, замерзших, мертвых тел, лежащих под открытым небом, они ужаснулись. Молодые ребята посидели, в 20 лет пришли и увидели эту картину. Чтобы никогда мы не забыли о том, что здесь произошло, здесь был установлен мемориал, который вы как раз здесь и видите. В конце декабря 41-го советские морские пехотинцы десантируются прямо в море в районе Керчи. Стоит 6-бальный шторм. Солдаты идут к берегу по грудь в ледяной воде. Боевая операция, на тот момент самая масштабная в истории советской морской пехоты, застает фашистов врасплох. Разрушены немецкие позиции, брошенные автомашины, склады. То есть немцы все это оставляли, просто бежали. Население рассказывало, что они убегали из домов в одном нижнем белье и просто бежали, чтобы скрыться от этого мощного натиска. Немцы бегут. Советское командование формирует на полуострове Крымский фронт. Этот успех ушатнул положение фашистов в Крыму и помог Севастополю и дальше сдерживать натиск врага. Но к маю 42-го силы нашей обороны на исходе. Враги берут реванш. Немцев эта операция называлась «Охота на дров». Вот есть даже данные, что там они впервые стали применять танки Т-4 с удлиненным орудием, то есть которые легко пробивало уже наши Т-34 и КВ тяжелые танки. В войсках, оборонявших Керчь в 42-м, служил двоюродный дедушка певицы Юли Паршуты. Каваценко Дмитрий Аверьянович, дядя Митя. 1909 года рождения. Дмитрий Каваценко был санитарным инструктором. На себе под шквальным огнем вытаскивал раненых с поля боя. Вытаскивать раненых с поля боя, прямо под обстрелом, под бомбежками, на грани смерти постоянно, страшно представить. Как рассказывал сам дядя Митя, 4 раза был он на грани смерти, на грани погибели. 1 раз даже ему пришлось пересидеть в болоте и дышать через соломинку. Буквально. Героический человек. Вот у меня бегут мурашки, честно говоря. Вот таким был дядя Митя. Когда армия противника оттеснила батальон Дмитрия к морскому побережью, он, чтобы не попасть в плен, переплыл Керченский пролив. Таких, как он, оказалось, к сожалению, немного. Всего несколько человек из батальона оказались выжившими. Он внес свой вклад. Конечно, мне очень гордо и трепетно это осознавать. Вклад в то, что город-герой Керчь есть, стоит и будет. То, что люди живут, город процветает. Я надеюсь, что будет процветать. Всем сердцем этого желаю. Под непрерывными авианалетами, шквальными бомбежками, под натиском немецких танков защищают каждую улицу, каждый дом. Мирных жителей спешно эвакуируют, но к 19 мая город снова полностью захвачен. Крымский фронт практически уничтожен. Потери наши достигали 120-130 тысяч человек. Это убитыми, пропавшими без вести и пленными. Когда командир понял, что удержать поселок не удастся, он принимает отчаянное решение и спускает войска под землю в аджимушкайские каменоломни. Здесь, в центральных аджимушкайских каменоломнях, создается так называемый подземный гарнизон, или по-другому полк обороны аджимушкайских каменоломен имени Сталина. В подземном гарнизоне оказываются около 10 тысяч бойцов.
К ним присоединились примерно 5000 мирных жителей, не пожелавших вновь оказаться в фашистской оккупации. Так начинается героическая оборона Аджимушкая. Еще с 41-го в подземельях Аджимушкая сохранился небольшой стратегический запас продовольствия – чай, сахар, галеты. В первые недели обороны солдаты даже налаживают в каменоломнях подачу электричества. За моей спиной находится трактор Сталинградского тракторного завода, который является собой одну из важнейших, пожалуй, находок поисковых экспедиций за многие десятилетия. Этот агрегат использовали для выработки электроэнергии для нужд подземного гарнизона. Но вскоре в условиях подземной сырости тракторы выходят из строя. Тысячи людей, женщины, дети, старики, раненые солдаты недели напролет живут в полной темноте, иногда нарушаемые лишь коптящими масляными лампами. Из гильз снарядов участники обороны делали небольшие светильники. В корпусе гильзы делали отверстия, внутрь заливали машинное масло, вставляли фитиль, поджигали и таким образом могли освещать небольшой участок. Запасы еды быстро иссякают, но главной проблемой становится отсутствие воды. На поверхности каменоломен находилось 2 колодца с пресной водой. Солдаты гарнизона устраивают к ним вылазки, но фашисты расстреливают всех вышедших на поверхность. Участки вокруг колодцев противникам очень хорошо простреливались, поэтому каждое ведро добытой воды защитниками каменоломен приравнивалось к ведру пролитой солдатской крови. Один из участников обороны, Акопян, вспоминал, что во время одной из вылазок удалось набрать всего 4 ведра воды, но гарнизон при этом потерял убитыми около 100 человек. Каждая капля жидкости становится драгоценностью. Павел Ягунов делит подземный гарнизон на группы и создает систему строгого учета и распределения воды. Это единственный шанс выжить. Были места в каменоломнях, в которых с потолка по каплям стекала вода. И любые емкости, которые можно было подставить для сбора воды, в таком случае обязательно использовались. Кроме того, в гарнизоне были созданы группы так называемых сосунов. Были выявлены участки, на которых вода, если не капала, то все равно накапливалась, увлажняя камень. И вот сосуны подносили губы к таким местам, глубоко вдыхали и вбирали в рот несколько капель воды. Воду категорически запрещалось глотать, ее сплевывали во фляги и обязательно сдавали в отдел водоснабжения, задачей которого был сбор и дальнейшее распределение воды между всеми участниками обороны в зависимости от потребностей. Еды тоже нет. Солдаты отлавливают в подземелье крыс, варят кожаные ремни и ботинки. Каждый день Ягунов теряет десятки и сотни людей. Но даже такой, обессиленный и обезвоженный, подземный гарнизон становится для фашистов серьезным препятствием и оттягивает на себя их силы. В конце мая 42-го враги решают пустить в каменоломни удушающий газ. После обороны здесь, в каменоломнях, было выявлено 5 братских могил. И в одной из них были обнаружены останки. Во внутреннем кармане гимнастерки партбилет на имя Степана Титовича Чебаненко. В партбилете сложена вчетверо записка. Содержание ее следующее. К большевикам и ко всем народам СССР. Я небольшой важности человек. Я всего лишь коммунист-большевик и гражданин СССР. Если я умер, пусть помнят и никогда не забывают братья, сестры и родные, что война эта была борьбой за дело рабочих и крестьян. Война жестока и еще не кончена. А все-таки мы победим. 30 октября 1942 года немцы захватили катакомбы окончательно. Выживших защитников взяли в плен. После 170 дней осады из 13 тысяч участников подземного гарнизона
выжило 48 человек. Даже в условиях полной фашистской оккупации жители Керчи продолжали сопротивляться врагу. Небольшой отряд партизан скрывался неподалеку от Аджимушкая в старокарантинских каменоломнях. Воинам помогал 14-летний подросток Володя Дубинин. Он вызвался быть разведчиком у своих партизан, потому что был сохранен только один лаз, он был замаскированный, немцы о нем не знали. Но проникнуть могли только молодые ребята туда. Вчерашний школьник, рискуя жизнью, 4 раза выходил из подземелья в разведку. Володя смог принести в отряд ценнейшие сведения о расположении штаба фашистов и численности их войск. Благодаря его третьей вылазке удалось предупредить защитников каменоломен о том, что немцы хотят затопить. Они хотели туда провести воду из Керченского пролива. Володя спас жизнь своему отряду, а после освобождения поселка Старый Карантин вызвался помогать саперам разминировать подземелье. Мальчик подорвался на одной из мин в январе 42-го. Володю похоронили в братской могиле партизан неподалеку от каменоломен. За это время фашисты разрушили все заводы и фабрики, сожгли все мосты и суда, вырубили и выжгли парки и сады, уничтожили электростанцию и телеграф. Еще недавно цветущий южный город был практически стерт с лица земли. Все школы разрушены были. Театр был разрушен. Завод «Залив» был разрушен. Все было разрушено. Осенью 43-го советские войска выходят к водам Керченского пролива. До оккупированного Крыма остается лишь несколько десятков километров морем. Все, от простого солдата, от простого моряка и до полководца, до генерала, мечтали скорее освободить любимый Крым. Фашисты успели создать на оккупированной территории мощную линию обороны. Береговую линию немцы простреливали из пулеметов. За моей спиной вы видите уцелевший немецкий ДОТ времен Великой Отечественной войны. Обратите внимание, он имеет квадратную форму в плане, практически полностью спрятан под землей. Вот такие долговременные огневые точки, здесь расставленные по периметру вдоль Керченского пролива, предназначались для предупреждения любой атаки со стороны пролива. 1 ноября 43-го в море в районе поселка Эльтиген десантируются советские солдаты. Небольшое количество войск, около 7 тысяч наших бойцов, причем таких смелых, дерзких, подготовленных. Из-за штормовой погоды десантники высаживаются в самой широкой части Керченского пролива. Пролив заминирован. С берега десантников встречает мощнейший заградительный огонь фашистских пулеметов. Одно неверное движение грозит гибелью. Шаг влево, шаг вправо, как говорится, подрыв. Десантники прыгали в воду. Все думали, что это береговая отмель. Было чуть выше колена, может, где-то кому-то по пояс. Люди были нагружены, да, у них были с собой рюкзаки, у них с собой были боеприпасы. Все, чтобы сразу вступить в бой по захвату плацдарма. Люди бежали по воде и думали, что так будет и до самого берега. Однако через 2-3 метра стали проваливаться в ямы. Одним из высадившихся в Керчи был 18-летний радист Николай Иванович Маркианов. Я прыгал в воду с корабля «Красный Кавказ». У меня была за спиной переносная радиостанция. Я разговаривал со штабом, как идут продвижения в полевом и фронтовом направлении. Люди выходили в состоянии аффекта даже без обуви, без верхней одежды. Но они что? Они, конечно же, берегли свое оружие, боеприпасы. Медики берегли свои санитарные сумки. И сразу, как говорится, вышел на берег, и надо вступать в бой. А что надо было преодолеть? 3 ряда колючей проволоки, разрушенные пристани, а также заминированные эльтигенские пляжи. Когда мы на берег высадились, мы увидели впереди колючую проволоку. А на колючей проволоке таблички висят. «Ахтун! Ахтун! Минен! Минен!» И мы залегли. Думаем, как перейти
минное поле. К нам подползает девушка. Представилась она Галиной Петровой. Галина Петрова, 24 года, молоденькая вдова. Ее муж в сентябре 1942 года пал смертью храбрых при обороне Ленинграда. У нее был маленький сын. Она оставила сына родителям, сама работала в 43-м военно-морском госпитале Новороссийской военно-морской базы, а потом уже летом 43-го попросилась в морскую пехоту и уже оказалась вот на острие битвы, как говорится. Сказала, надо идти, не оглядываясь, на расстоянии несколько метров, шаг шагом, и не задевать растяжки. Потому что если заденешь растяжку, произойдет взрыв. Когда она бежала по полю, были свидетели ее подвига. А знаменитый корреспондент Сергей Борзенко описал так в своих репортажах с огненной земли, как называли Эльтиген. Красивая, голубоглазая, светлая девушка буквально танцевала по минному полю. Она притоптывала, припрыгивала, показывая, что она не подрывается. Так мы прошли это минное поле один за одним, шаг за шагом. Галину Петровну так я больше и не видел. Вот. Но потом узнали, что она погибла. Галина Петрова храбро сражалась на отвоеванном десантниками плацдарме целый месяц. Во время одной из бомбежек ее блиндаж накрыло взрывной волной. Девушка погибла под обломками. После преодоления минных полей десантники вступили с фашистами в ближний бой. Керчь сразу мы не смогли освободить, потому что немцы загораживались живым щитом, то есть жителями города Керчи. Битва за Керчь растянулась на несколько месяцев. Одним из катеров эльтигенского десанта управлял Анатолий Чужинов. Его младший брат Виктор служил на том же катере пулеметчиком. Под вражеским огнем братья перевозили через Керченский пролив солдат и боевую технику. Это действо было на грани фантастики. Это было очень героически со стороны наших войск переправить огромное количество этой техники с Таманского берега сюда, на территорию Керченского полуострова. Ночь с 7 на 8 ноября вот так Анатолий Чужинов на своем катере как раз-таки попал в морской бой. Получил ранение. Не оставил места капитанский мостик. Вот пока не потерял сознание, командовал катером. Анатолия смогли эвакуировать. 2 года он проведет в военных госпиталях, а в 45-м вернется в ряды Черноморского флота. Через 2,5 года вступил снова на палубу катера, которым когда-то командовал. Здесь ему вручили орден Красного Знамени за Эльтиген, а Виктор уже был ранее награжден одной из боевых наград. И братья встретились. Но счастливые встречи будут позже. А пока отважный эльтигенский десант отчаянно обороняется под шквальным огнем противника. Ценой жизни солдаты удерживают небольшой клочок земли, оттягивая на себя силы фашистов. Уже после войны этот плацдарм назовут огненной землей. Немцы постоянно их и долбили. Авиации, вот они локальное преимущество авиации там полное имели. Бомбы, артиллерия, постоянные атаки. Но мы все равно держались. Борзенко отправился с десантниками по заданию редакции. В ходе боя все офицеры его отряда погибли. Майор Борзенко оказался старшим по званию и принял командование на себя. До прибытия подкрепления корреспондент храбро руководил обороной маленького пятачка суши вдоль берега моря. С Эльтингена, когда уже невозможно было держаться, мы прорвались в тыл немцев и прошли 20 километров до Керчи. Немцы просто этого не ожидали. То есть мы прошли по Соленому озеру вброд, вышли в немецкий тыл. В городе жесточайшие бои развернулись за гору Митридат. Возвышенность была стратегически важна для обеих сторон. Мы с вами сейчас находимся на вершине горы Митридат. Ее высота 106 метров.
И как и любая высота, она тоже имела важное стратегическое значение в Великую Отечественную войну. Ее брали 4 раза. 2 раза наши войска и 2 раза немцы. Когда уже второй раз мы освобождали город Керчь, это был уже ноябрь месяц 43-го года, здесь уже нас ожидали очень сильные эшелонированные линии обороны со стороны немцев. Полностью захватить Митридат наши войска не смогли. Выживших десантников эвакуировали. Но уже через несколько месяцев захваченный ими в Керчи плацдарм станет основой для движения советских войск и полного освобождения Крыма. Мало когда вот в истории каких-то войн было такое, когда был десант, и он прорывается, он не эвакуируется, а прорывается, наоборот, вперед и эвакуируется уже из другого места, причем связывая огромные немецкие силы. На вершине горы Митридат гордо реяло красное знамя. Советские солдаты, вошедшие в Керчь, увидели безлюдные руины. Стена одного из зданий на центральной площади Керчи внезапно стала стихийным почтовым отделением. Горожане писали прямо на ней и втыкали записки в многочисленные трещины. Так родные разыскивали друг друга и тех, кто возвращался с фронта. Пройдет совсем немного лет, и Керчь снова расцветет. В приморском городе заново замостят бульвары и набережные, посадят парки, восстановят порт, отстроят дома, школы и театры. Здесь снова будут цвести акации, и новые поколения керчан будут счастливо улыбаться под южным солнцем. Защитники города, те, кто рисковал собой ради его свободы, и их дети и внуки будут вечно хранить его историю. Война есть война. И надо было, хоть и страшно, но надо было защищать Родину. Я душой глубоко в ноги кланяюсь всем, кто отстоял нашу свободу, нашу жизнь, и невозможно себе просто представить, каково это было. Не забывайте. Я помню.